Добрый день, уважаемые коллеги. Как и обещали, мы начинаем ровно в 15 часов. Мы очень рады всех вас приветствовать. Сегодня 21 февраля и анонсированная ранее для нас, прошу прощения, анонсированная ранее нами для вас вторая встреча, которая будет посвящена новым примерным рабочим программам по учебным предметам для начального общего образования. Уважаемые коллеги, разрешите вас поприветствовать из стен Коми Республиканского института развития и образования. Меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова, и сегодняшнюю встречу, так же, как и предыдущие три, тоже я буду вести вместе с нашими коллегами. Поэтому, уважаемые коллеги, разрешите, прежде чем мы начнем уже непосредственно содержательный такой разговор по заявленной нами теме, разрешите, пожалуйста, немножко обозначить те профессиональные позиции, те моменты, которые у нас появились, которые у нас возникли со времени, когда мы с вами виделись в последний раз, то есть с 16 февраля. То есть что изменилось, какие новости нам есть вам сообщить, потому что это всегда очень интересно, всегда очень приятно. Уважаемые коллеги, для тех, кто подключился к нам в первый раз, такие коллеги у нас есть, мы видим это по системе регистрации. Еще раз мы хотим вам озвучить, что вот этот цикл просветительских мероприятий, который мы запустили в январе 2022 года, он предназначен для любого специалиста системы начального общего образования нашей республики, нашей прекрасной республики. Идея просветительских мероприятий принадлежит Институту стратегии развития образования Российской академии образования. Они проводят мероприятия на российском уровне. Мы по этой аналогии решили запустить просветительские мероприятия для нашей республики. Поэтому основная задача данных мероприятий – рассказать вам все то, в чем пока мы сами неплохо разобрались, и преподнести это для вас. И во все наши встречи я говорила, что помогать в реализации данных мероприятий мне будут именно учителя практики. И это всегда очень значимо, потому что любой учитель, который готовится к встрече со своим профессиональным сообществом, он всегда как бы пропускает через себя то содержание, те подходы. Он сразу думает, а как бы сделал я, а как бы я отнесся к этому. Поэтому вот этот момент, он, конечно, очень и очень замечательный. И если вы помните, кто был с нами на прошлой встрече, то прошлая встреча была посвящена такому краткому анализу, может быть, краткому погружению, я бы так сказала, в примерные рабочие программы по отдельным предметам. И эту встречу вела у нас Ольга Федоровна Шишелова, это учитель начальных классов из Устилимского района. И мы еще раз благодарим Ольгу Федоровну за проведенную встречу, потому что она постаралась проанализировать самое основное, самое главное. Она вам показала путь, где можно брать, где можно смотреть эти программы, как работать с ними, как создавать свои рабочие программы. Она как бы высказала свою профессиональную позицию. Вот кто был на прошлой встрече, те, наверное, вспомнят эти моменты, да? Именно отношение к обновленному федеральному стандарту начального общего образования, отношение к тому, о чем говорила Наталья Федоровна Виноградова, которая, в принципе, руководила разработкой вот этого обновленного стандарта начального общего образования. Поэтому, Ольга Федоровна, если вы сейчас с нами, мы еще раз вас от всей души благодарим, потому что это была первая встреча такая, которую начинал вести именно учитель начальных классов. Поэтому спасибо вам огромное, очень приятно было. Я думаю, что мы еще не раз встретимся с вами и в прямом эфире, и надеюсь, что очно тоже встретимся. Ну и сегодняшняя встреча у нас будет посвящена другому содержанию, уважаемые коллеги. И также очень приятно, что эта встреча, которая сегодня у нас произойдет, она будет состоять как бы из таких двух мини-частей, касающихся именно содержания того, о чем мы с вами будем говорить. И, конечно, разговор о тех примерных рабочих программах, новых примерных рабочих программах, которые на сегодняшний день разработаны, которые есть для вас, для того, чтобы вы могли ими пользоваться. Вот этот разговор у нас очень хорошо так включится, подхватит. Тамара Владимировна Паршукова, чуть-чуть я попозже ее вам представлю, тоже учитель начальных классов, но уже другого района, Усть-Куломского района нашей прекрасной республики Коми. И также к профессиональному нашему разговору подключится моя коллега Татьяна Владимировна Якубев. Она вам расскажет о тех нормативных документах, которые есть на сегодняшний день и разработаны нашим институтом для того, чтобы вы могли преподавать коми-язык, могли преподавать литературное чтение,
чтение на коми-языке, поэтому вот эти аспекты обязательно озвучит моя коллега. Так что это все нас ждет с вами впереди, и прежде чем мы начнем такой содержательный разговор, уважаемые коллеги, разрешите, пожалуйста, еще немножко заострить ваше внимание на тех моментах, которые мне бы хотелось озвучить. Как я уже и говорила, наша встреча, она будет условно делиться на 3 части. Первая часть, она будет посвящена тем новостям, которые произошли с последней нашей встречи, я бы так, наверное, сказала, потому что все меняется очень быстро, все происходит очень быстро, и сейчас время такое, когда нужно действовать очень гибко, очень мобильно, очень разумно, и, я бы так сказала, заглядывая на несколько месяцев вперед. Дальше мы постараемся ответить на часть ваших вопросов. Мы на них отвечаем, но поскольку содержание каждой встречи мы проектируем заранее, то мы уже знаем, на какие вопросы мы ответим, какие вопросы пока остаются без ответа. Поэтому позвольте это как бы вот ответы на ваши вопросы вынести в нашу такую первую часть нашей встречи, для того, чтобы вы могли уже услышать тот ответ, который вы задавали. Ну и потом мы перейдем к содержательной части, которую подхватят мои коллеги, и Тамара Владимировна, и Татьяна Владимировна. Поэтому, уважаемые коллеги, сначала разрешите вас немножко погрузить в ту информацию, которой кто-то из вас уже владеет, кто-то, может быть, слышит первый раз, потому что вопросы дублируются, вопросы повторяются при регистрации. Уважаемые коллеги, в Республике Коми, как, в принципе, и в значительной части Российской Федерации, было определено, что с 1 сентября 2022 года на работу в условиях реализации обновленного в ГОС начального общего образования переходят все первые классы школ, которые есть в республике. И на реализацию обновленного в ГОС основного общего образования переходят все 5-е классы всех школ в республике. Если вы видите общее количество нас с вами, я бы так сказала, это более 3000 учителей, которые должны перейти уже с 1 сентября на работу в условиях обновленных наших стандартов. И дальше вы видите такой поэтапный график, я думаю, что вы уже понимаете, и с теми, с кем мы были на первой встрече, вы уже тоже знаете эту всю раскладочку. И еще раз хочу акцентировать ваше внимание, уважаемые коллеги, что отдельные регионы, и в прошлый раз я вам говорила, как Калининградская область, например, они приняли решение, что все классы переходят на обновленные стандарты с 1 сентября 2022 года. Я имею в виду начальная школа полностью. Это решение только этого региона. Я специально акцентирую ваше внимание, потому что среди ваших вопросов был вопрос такой, несколько даже вопросов, можно ли всей школой, всеми параллелями перейти на обновленный стандарт начального общего образования. Это ваше право решать будет, вашей организации в согласовании с вашим муниципальным образованием, но вот по нашему дорожному плану, который есть в Республике Коми, всю ситуацию она перед вами, она открыта, поэтому окончательное решение будет только за вашей образовательной организацией. Это вот такой момент мне бы хотелось еще сказать вам. Ну и то, что уже сделано на сегодняшний день, то, о чем мы с вами говорили на первой встрече, а встреча это была чуть-чуть больше месяца назад, 18 января, уже на уровне региона разработаны региональный план региональный план по переходу наших образовательных организаций на обновленные стандарты. И, насколько мне известно, уже каждый муниципальный орган управления образования должен был, по крайней мере, еще в начале февраля разработать свою дорожную карту перехода муниципальных образовательных организаций на обновленные стандарты. Эта информация всегда находится на сайтах управления образования, потому что обычно на основе таких дорожных карт, таких муниципальных планов, каждая образовательная организация может составить свою дорожную карту по тому, как будет осуществляться переход на обновленные стандарты. Но поскольку мы с вами работаем в рамках сообщества специалистов начального общего образования, то, естественно, вы понимаете, что все эти мероприятия, они должны уже как-то быть запланированы в ваших образовательных организациях. Ну и в феврале месяце заканчивается мониторинг готовности образовательных организаций Республики Коми к введению обновленных стандартов, потому что среди ваших вопросов было очень много вопросов о том, что готовы ли сегодня школы реализовывать обновленный стандарт, материально-технические условия
условия, готовы ли в наших школах, профессиональные компетенции наших учителей готовы ли мы с вами к этому. Поэтому вот на эти вопросы должен ответить мониторинг. Когда будут результаты мониторинга, этим занимаются мои коллеги в Институте развития образования, поэтому как только будут результаты по всей республике, естественно, что вы их услышите, вы их увидите, то есть степень готовности каждой нашей образовательной организации к введению и пока к введению даже обновленных стандартов. Поэтому это все впереди, но мониторинг, он уже практически завершился. Поэтому просто ожидаем информации для того, чтобы понять, на каком этапе мы с вами можем находиться. Потому что вот в прошлый раз Ольга Федоровна очень хорошо подчеркнула, что, например, содержание по одному из учебных предметов, по-моему, в рамках технологий, если я не ошибаюсь сейчас, есть содержание, посвященное робототехнике. И если, допустим, у школы нет этого оборудования, она не является ни ресурсным центром, ни точкой роста, то данное содержание как мы будем реализовывать в условиях начальной школы? Поэтому здесь уже решение нужно принимать на уровне муниципального образования. Мы будем сетевых партнеров привлекать, то есть наши дети куда-то будут в другое место выходить для того, чтобы иметь возможность заниматься робототехникой, либо как мы будем действовать. Здесь уже каждая образовательная организация должна решать совместно, как быть в этом случае, но обязательного требования, если условий нет, реализовывать какое-то содержание, ни одна новая примерная рабочая программа ни по одному учебному предмету не ставит. Поэтому здесь и регион будет думать, как улучшать условия, ну и так далее, и так далее. Дальше, следующее. С сегодняшнего дня мы уже запустили обучение региональных методистов-тьюторов. И поэтому, уважаемые коллеги, если сейчас среди вас есть те наши коллеги, которые согласились быть региональными методистами-тьюторами, то есть это те, кто будут помогать учить учителей, кто будет помогать нам объяснять, разъяснять, пояснять какие-то тонкости, какие-то сложности, какие-то нюансы, связанные именно с введением обновленных стандартов. Поэтому мы вас искренне благодарим, и мы с вами обязательно встретимся. Очная часть обучения будет в марте, поэтому уже как бы вот сообщество единомышленников, я бы так даже сказала, мы начали формировать. Дальше, уважаемые коллеги, если среди вас есть учителя первых классов, прошу прощения, учителя, которые с 1 сентября возьмут уроки и будут вести уроки в первых классах, которые встретят замечательных детей, бывших еще только выпускников детских садов, и начнут их учить, то обучение для всех вас, уважаемые коллеги, а вас более 500 человек в Республике Коми, мы планируем начать уже с 9 марта. Поэтому вся информация, она будет. И здесь только пока единственное, что я вам могу сказать, что такое обучение, оно началось с середины февраля по всей Российской Федерации. Всех учителей, которые работают в первых классах, и всех учителей, которые работают в пятых классах. Это по всей Российской Федерации. До мая, до июня месяца каждый регион решает, что он, какие условия созданы для того, чтобы проучить всех тех, кто с 1 сентября уже будет работать по обновленным стандартам. Поэтому, уважаемые коллеги, программа единая. Несмотря на то, что в Республике Коми мы с вами находимся, да, например, Республика Саха-Якутия, Волгоградская область, там, Кемеровская область, содержание, оно единое будет для всех. И вот это содержание заложено в программу, название вы видите, оно перед вами на экране, и поэтому здесь эта программа, сразу хочу вас предупредить, она состоит из 2 частей, то есть будет заочная часть, когда от вас потребуется максимум самостоятельности для того, чтобы поработать с нормативными документами, поработать, осмыслить какие-то вещи, то есть это и стандарт обновленный, да, это и если примерная программа уже будет утверждена, и проект примерной программы, можно с ними поработать. И, соответственно, вот этому будет посвящена заочная часть, то есть умению анализировать, размышлять, что-то сопоставлять, сравнивать, да, и так далее, и так далее. А потом у нас обязательно будет очная часть, когда мы будем рады работать с вами очно. Но это форматы этой работы, они тоже будут отличаться. Пока вот то, что я вам могу озвучить на сегодняшний день, это касается именно
именно тех, кто будет работать в первых классах с 1 сентября 2022 года. Вот с марта по июнь, как это обозначено, у нас 11 муниципальных образований из Республики Коми на сегодняшний день, они заявили то, что учителя начальных классов, они обязательно приедут к нам в город Сыктывкар. И мы здесь будем вас встречать на базе нашего прекрасного обновленного Института развития образования. Как это все будет? Немножко попозже, в марте месяце, вся информация пойдет уже, и дойдет она до вас. Просто настраивайтесь на это. А 9 муниципальных образований у нас заявили, что все учителя будут учиться на базе муниципального образования, то есть на базе своих образовательных организаций, там тоже будет точное обучение, то есть группы будут формироваться там. Ну, например, вот я точно уже могу сказать, что, допустим, интинсы, они уже точно определились, что их группа для очного обучения будет собираться именно в городе Инта. Ну, или, например, допустим, Сыктывдинский район, вот мы просто разговаривали в пятницу с человеком, который курирует, с методистом, который курирует учителей начальных классов Сыктывдинского района, точно мы уже определили, что Сыктывдинский район учителя будут приезжать учиться к нам. Поэтому все это организационно, все это технологически мы сделаем. Единственное, что просто прошу вас, уважаемые коллеги, настроиться, сразу подумать о том, когда, в какие сроки вы сможете к нам приехать, либо когда вам удобнее будет на базе муниципального образования. И я думаю, что мы все это очень с вами оперативно решим. Программа готовая. Учебно-методический комплект к этой программе полностью готовый, то есть его представляет Федерация. Наша задача только очень грамотно организовать это обучение для вас, очень грамотно научить вас пользоваться тем практическим материалом, который передан нам со всей степенью ответственности, и, соответственно, развернуть какие-то очень такие интересные дискуссионные, интерактивные сессии, круглые столы, практикумы по выполнению тех практических заданий, которые, вы только подумайте, представлены вам самими разработчиками обновленного стандарта начального общего образования. Я думаю, что это вообще вот эта вот ценность того, что вы будете учиться не потому, что, например, мы для вас придумали, да, а именно то, что вот преподносят для вас, наверное, самые лучшие, самые светлые умы на сегодняшний день в области начального образования. Но с Натальей Федоровной, кто встречался, я думаю, что у вас сомнений с Виноградовой может не возникать. Это вот такие новости. Ну и дальше еще новости именно на уровне Российской Федерации, потому что информация, вот кто следит, я знаю, что среди вашего сообщества, тех, кто сейчас с нами одновременно находится, у нас есть и руководители образовательных организаций, мы видим вас всех по регистрации, у нас есть и заместители руководителей, да? У нас есть и методисты муниципальных органов управления образованием, поэтому, уважаемые коллеги, безусловно, иногда уследить за всем тем, что происходит, очень быстрые изменения бывают сложно, поэтому вот наши встречи, они такие вам небольшие подсказки, что уже сделано, на что можно и нужно обратить внимание, потому что, в принципе, ну, делается действительно очень много, надо с этим согласиться. Теперь только наши желания, наши какие-то мотивационные такие способности, они должны этот процесс просто, ну, как я говорю, довести до ума. Поэтому, уважаемые коллеги, на сегодняшний день информация следующая. Значит, проекты примерных основных образовательных программ, ну, поскольку нас интересует начальное общее образование, значит, мы будем говорить об этой программе. Она до сих пор находится на обсуждении по всем срокам, то есть все предложения принимаются по всем срокам до конца марта. Это уже озвучивается везде, где только угодно. Будем надеяться, что так и сложится. До конца марта это примерная основная образовательная программа начального общего образования. Она должна быть рассмотрена на федеральном учебно-методическом объединении со всеми правками, со всеми вашими предложениями, со всеми теми вопросами спорными, которые были на сегодняшний день в формулировках в этой программе. Поэтому будем надеяться, что все это будет сделано. И после утверждения федеральным учебно-методическим обеспечением данная программа будет размещена в федеральном реестре. Вот только после того, как все это будет сделано, уважаемые коллеги, мы вас обязательно пригласим на встречу просветительскую, где мы будем рассматривать вот эту примерную, новую, утвержденную, уже вошедшую в реестр основную образовательную программу начального общего образования. Поэтому до этого этой встречи не будет. Нам надо уже говорить о том, что конкретно
уже будет сделано, что потом возможно что-то не переделать. Это первая такая новость. И вторая новость на сайте единого содержания общего образования. Ну, как бы аббревиатуру, вот их бренд вы видите внизу. То есть как найти, тоже уже все многие знают из вас. Ольга Федоровна очень хорошо в прошлый раз показала, Тамара Владимировна сегодня тоже будет работать с этим сайтом. Уже есть ответы на те вопросы, которые вы нам задавали, и сообщество задавало. Поэтому, уважаемые коллеги, очень вас прошу, иногда, знаете, вот, как вам сказать, вопросов бывает много, вопросы повторяются, но иногда одно дело, когда вы это слышите, ответы на вопросы, а другое дело, когда вы это читаете. И есть как бы при каком-то коллективном обсуждении, есть на что сослаться, уважаемые коллеги. Поэтому здесь тоже маленькая такая вам подсказочка. Вот этот сайт единого содержания общего образования. Прямо на главной вкладке, пока идет обсуждение проектов примерных основных образовательных программ, вы это видите. Вы увидите переход по ссылке, то есть на страницу обсуждения. Когда вы туда перейдете, вот я специально вам сделала второй скриншот, вы сразу попадаете на раздел, где идет обсуждение этих программ. Вас приветствуют, вам говорят, что, пожалуйста, уделите нам время. Но поскольку у нас сейчас с вами разговор именно об ответах на актуальные вопросы, то внизу есть очень активная ссылка, она так и называется «Отвечаем на вопросы по проектам примерных программ». И вот вы знаете, когда вы их посмотрите, эти ответы, там есть ответы на вопросы по проектам программ для начального общего образования, для основного общего образования. И единые ответы есть по результатам освоения этих программ. Я просто к чему это говорю? Когда вы посмотрите, мы уже немножко забежали вперед, мы уже это все посмотрели, да, то вы увидите, что там вопросы посвящены не только содержанию примерных основных образовательных программ, там любые вопросы, которые были заданы. И вот в качестве просто примера, потому что и вы задаете эти вопросы, я сразу решила вынести несколько вопросов здесь, чтобы дабы ответить. Ну а все остальное вы уже можете посмотреть вот там, где только что, о чем я вам говорила. Очень часто вы задаете вопрос, в чем отличие предыдущего стандарта начального общего образования от обновленного. Встреча с Натальей Федоровной была прекрасной, но читая и знакомясь с содержанием федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, и я, и вы задаете себе много вопросов. Поэтому, возможно, в ответах на ваши вопросы вот вам поможет вот эта статья, которая вышла буквально недавно, в 2021 году, и здесь как бы наименование ее вы видите. Ссылка вот здесь, она в нашей с вами встрече не рабочая, но этот вопрос и этот ответ я взяла, еще раз, наверное, вернусь, да, назад, чтобы было как бы понятно, вот именно с этого сайта. Поэтому все там это есть. Давайте вместе прочитаем эту статью. Ее можно обсуждать, ее нужно обсуждать. Я думаю, что те, кто к нам уже придут на первую часть очного обучения, первыми, прошу прощения, возможно, мы даже и попробуем это сделать. Не знаю, посмотрим. Дальше, например, следующий вопрос. Тоже вы задаете, и Ольга Федоровна очень хорошо поднимала этот вопрос в прошлый раз. Не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но еще бы хотелось подчеркнуть. Это тоже вопрос из тех ответов. То есть там, где отвечают специалисты, которые работают в Институте стратегии развития образования. Можно ли будет пользоваться типовыми рабочими программами, которые разработаны этими специалистами, то есть которые готовы, я бы так сказала. Можно ли ими пользоваться? Можно ли не создавать свои рабочие программы по предмету каждого учителя? И вот здесь очень хороший вам дан ответ, и Ольга Федоровна нам очень хорошо дала, потому что она тоже разбиралась в этом вопросе. И вот вы можете внимательно посмотреть статью 12, пункт 7.2, там очень хорошо написано, что если образовательная организация разработает свою образовательную программу на основе всех примерных программ, примерная основная образовательная программа начального общего образования, примерных рабочих программ учебных предметов, примерной программы воспитания, то свою документацию можно не делать. Поэтому, уважаемые коллеги, смотрите, рассуждайте, обсуждайте. Я думаю, что как бы это официальные ответы на те вопросы, которые волнуют сегодня профессиональное сообщество. Дальше у вас были тоже вопросы, и мне бы хотелось сразу дать при помощи наших коллег на них ответы. Как учитываются требования примерной рабочей программы воспитания в примерных рабочих
программах учебных предметов. Очень хороший здесь ответ уже вам дан, потому что все содержание уже внесено было разработчиками в эти новые примерные рабочие программы по предметам. Все, как бы вот такой момент, тоже отвечаю еще раз на ваши вопросы. И здесь вот тоже был ряд вопросов по поводу учебно-методических комплектов, которые есть, и также там среди этих вопросов наших коллег вы увидите, что в принципе, если авторы учебников новых, старых, неважно каких, да, пожелают переработать свое содержание с учетом требований обновленного стандарта начального общего образования и предоставить эти учебники для экспертизы, то почему нет? Поэтому посмотрите. Ну, еще раз, уважаемые коллеги, напоминаю, даже часть тех вопросов, которые сейчас только что я озвучила, они взяты именно из ответов на вопросы, вот, которые размещены на сайте единого содержания общего образования. Я думаю, что вам следует обратиться к ним. Ну и прежде чем мы перейдем к содержательной части нашей сегодняшней встречи, потому что, еще раз повторяю, что человек, когда регистрируется, он всегда задает свой вопрос, и ему всегда хочется услышать ответ на него. Поэтому пытаемся отвечать как можем, да, где-то через содержание, где-то вот таким образом, прямым образом, через ваши вопросы. Оригинальность вопросов сохранена, уважаемые коллеги, поэтому здесь как бы редакция не подлежала, как было написано, так и вопросы здесь перед вами стоят. Значит, уважаемые коллеги, то, что связано с учебными планами, вот пока на сегодняшний день говорить об этом рано. И мы с вами, я немножко ранее вам сказала, пока мы не увидим утвержденный, именно утвержденный вариант примерной основной образовательной программы начального общего образования, об этом говорить пока рано. Да? Поэтому немножко давайте потерпите ожидания, то есть каким он будет, этот учебный план, что там будет. В проекте вы уже можете посмотреть, но как это останется, какие будут внесены предложения, я думаю, что мы озвучим это, когда будет встреча, посвящена именно примерной основной образовательной программе. Дальше. По всем ли предметам будут переизданы учебники? Но я думаю, что вот предыдущий мой ответ, он уже, можно его тоже сюда засчитывать. Мы не знаем пока, потому что пока на сегодняшний день есть только проект федерального перечня учебников. Мы знаем, что вот если вернуться опять к предыдущим слайдам, не буду это делать, но вы помните, что в который вошли уже даже новые учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья, да? Новые учебники по новым предметам вошли. Что будет со старыми? Как постараются авторы этих учений? От нас это с вами не зависит. Поэтому пока немножко подождем. Будет утвержден этот перечень, мы тоже о нем узнаем, какие учебники, новые и старые, вошли в новый обновленный вариант перечня. Дальше. Формирование материальной базы для перехода на обновленный ВГОС. Это все по результатам мониторинга. То есть мониторинг будет проведен, и на основе анализа результатов мониторинга будут сделаны какие-то выводы, будут учтены какие-то и предложены какие-то рекомендации. Ну и было несколько вопросов, посвященных детям с ограниченными возможностями здоровья. Кто читал обновленный стандарт начального общего образования, там прямо в преамбуле, то есть в самой первой части, в основных положениях написано, что данный стандарт, обновленный вариант, не имеет отношения к детям ни с ограниченными возможностями здоровья, ни к детям с интеллектуальными нарушениями. Потому что у них есть свои документы, стандарты 2014 года, если я не ошибаюсь, которые были введены в действие, по-моему, с 1 сентября 2016 года. Это 2 стандарта для детей с ОВЗ. Поэтому как есть примерные тоже адаптированные программы, как там будут обстоять дела, пока не знаем вот на сегодняшний день. Пока все сохраняется так, как было, так, как вот действует. То, что связано вот с этим вопросом, коллегу очень хорошо понимаю. Здесь единственное, что, вы уже успели, наверное, прочитать, да, здесь единственное, что могу сказать, вот когда такая ситуация складывается в школе, и когда наряду с обычными детьми у нас, то есть инклюзивное образование, да, когда у нас приходят в школу детки, так скажем, еще лучше, чем обычные дети. Я не знаю, как называть детей с ограниченными возможностями здоровья. Они просто другие дети. Давайте будем договариваться, что будем называть их другими детьми. Вот когда они приходят, школа в первую очередь должна посмотреть, она может создать условия для таких детей. Если она не может создать условия для таких детей, специальные, материально-технические, учебные там пособия, взрослый, который будет являться тьютором,
не ассистентом даже, а тьютором для этого ребенка, да? Может ли этот ребенок обучаться без помощи взрослого? Вот если школа это не может создать, зачем мы тогда принимаем таких детей? Здесь очень серьезные требования должны быть именно предъявлены тем условиям, в которых находится тот или иной ребенок. Поэтому здесь только могу посоветовать на уровне образовательной организации договариваться, если по новым нашим документам, по порядку организации образовательной деятельности полагаются уже и тьюторы, и ассистенты в образовательной организации, давайте рассматривать этот вопрос для того, чтобы ребенку было легче. Это мы не хотим усложнить жизнь учителю, да, а мы, получается, усложняем жизнь ребенку. Надо ему помогать. Поэтому здесь надо акценты как бы смотреть и думать, как мы это можем сделать, как это лучше может быть. Ну вот как бы такие варианты. Ну и последний вопрос, который вот сейчас на этой встрече я хочу вынести, чтобы уже скорее передать слово нашим коллегам и говорить именно предметно то, о чем мы, для чего мы сегодня собрались. Здесь у вас тоже был вопрос, что при разработке рабочей программы и тематическом планировании будут ли учтены возможности использования электронных образовательных ресурсов. Ну и идет перечисление. Вот спасибо огромное человеку, который задал этот вопрос, очень грамотно составленный вопрос. В прошлый раз мы тоже говорили, уважаемые коллеги, что сейчас в идее у разработчиков новых примерных рабочих программ по разным предметам, у них есть уже такой вот, когда человек начинает работать в своем конструкторе или даже без конструктора, что вот весь цифровой контент, он должен быть привязан. Ну, то есть, как бы, я не знаю, как они будут это делать, ссылками или еще как-то. Именно он должен быть связан с цифровыми образовательными ресурсами. Где взять, как взять. Вот все, что вот здесь перечислено, это очень хороший момент. Поэтому мы немножко подождем. Я имею в виду то, что касается тех примерных рабочих программ по тем предметам, о которых мы с вами говорим уже вторую встречу. Ну а то, что касается, например, электронных образовательных ресурсов, применимых при изучении коми-языка, об этом Татьяна Владимировна сегодня очень хорошо вам расскажет. Поэтому, уважаемые коллеги, я как бы эту часть закрываю, да, и мы сейчас, я надеюсь, что мы стараемся отвечать на ваши вопросы, мы стараемся как бы вас информировать о том, в чем мы сами действительно на сегодняшний день, ну, разбираемся хотя бы в каком ключе. Ну и чтобы нам уже скорее начать содержательную часть и именно вести разговор. Да, Тамара Владимировна, вижу, уже тоже у нас на связи. Поэтому, Тамара Владимировна, просто что-то скажите, чтобы я поняла, что у вас все в порядке со звуком. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Хорошо. Уважаемые коллеги, я сейчас представлю, да, Тамара Владимировна, можно, если надо там что убирать с экрана, это можно делать, но разрешите пока представить. Значит, Тамара Владимировна Паршукова, прошу прощения. Да, это у нас учитель начальных классов Кибаньёльской школы Усть-Куломского района. Тамара Владимировна у нас тоже училась, она училась у нас в Академии Министерства просвещения, и вот вместе с Ольгой Федоровной они проектировали содержание этих встреч. И я думаю, что Тамара Владимировна сейчас нам расскажет о том самом интересном, да, что она через себя пропустила, то, чем она может с вами поделиться. Поэтому, Тамара Владимировна, уважаемая, я с удовольствием представляю вам слово. Ухожу, но буду вам вот как бы внешне здесь с вами. Давайте, удачи. Спасибо. Я действительно сегодня хочу постараться рассказать самое важное и самое интересное, что содержится в этих примерных программах. Начальная школа – это самый ценный и принципиально новый этап в жизни ребенка. Он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении. Расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающиеся его от всех последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации. При благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника
его возможности целесообразно, целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с информацией. Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, которая стимулирует активные формы познания. Это наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположения, диалоги учебные. Младшему школьнику должно быть, и поэтому младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и действия, как бы со стороны соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика и школьника. Особенность содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен сделать, знать, запомнить, воспроизвести, но и набор конкретных способов деятельности. Ответ на вопрос, что ученик должен делать, чтобы применять, добывать, оценивать приобретенные знания. И типовые рабочие программы, примерные по предметам, они разработаны с целью оказания методической помощи учителю, ориентированы на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. Единые требования к содержанию и требования к результатам позволяют структурировать планируемые результаты обучения содержания учебного предмета по всем предметам, по годам обучения в соответствии с ФГОС. Ну вот, ФГОС – это ключевой регулятор содержания образования. И вы видите, что входит сюда. Это образовательные программы, учебно-методические издания, контрольные измерительные материалы, процедуры оценки качества образования и программы дополнительного профессионального образования. Сегодня мы рассматриваем образовательные программы. И вот этот сайт, о котором все говорят, единое содержание общего образования, сейчас можно его даже просто набрать, примерные новые рабочие программы, и у вас оно сразу уже выходит в первых строчках. И, конечно, здесь все рабочие программы расположены, и конструктор рабочих программ, и методические видеоуроки. Я изучила все методические видеоуроки, которые там даны. Конечно, их не так много. Они есть по русскому языку, по литературному чтению, по развитию метапредметных результатов. Также есть обучающие видеоролики о том, как воспитательная часть отражается во всех уроках. Вот эти вопросы про воспитательные тоже были, поэтому я их тоже затрону сегодня. Ну и особенности ФГОС 2021 – это повлиявшие на программы. Появление в тексте документа понятия «функциональная грамотность», изучение в перечне личностных результатов, изменения в перечне метапредметных результатов и уточнение некоторых предметных результатов. Особенности примерных рабочих программ. Все программы, они похожи друг на друга. Предметное содержание по годам обучения, предметные результаты тоже по годам обучения, личностные и метапредметные по завершении уровня начального общеобразования, то есть на конец 4 класса, тематическое планирование по годам обучения, включение в тематическое планирование методов и форм организации обучения. Ну и начнем мы с программ иностранных языков. Английский язык, китайский язык, французский язык, немецкий язык и испанский язык. Основное назначение предмета иностранный язык состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное, межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, географии, математики. Многоуровневостью. С одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка, лексическими, грамматическими, фонетическими и с другой стороны, умениями в 4 видах речевой деятельности. Многофункциональность может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях. Являясь существенным элементом культуры народа, носители данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. И я хочу показать именно на... Хочу я вам показать программу по английскому языку. Так, это литературное чтение. Так. Сейчас, минуточку, найдем этот. Можно и на китайском языке, китайский язык. Все рабочие программы по иностранным языкам, они схожи, ну и остальные тоже. Посмотрите, вот так выглядит это титульный лист, да? Посмотрите, заголовок. Дальше идет содержание. В содержании написано, что входит в программу. Это пояснительная записка. Содержание учебного предмета по годам обучения. Дальше планируемые результаты освоения учебного предмета. Это общее на уровне начального общего образования. Личностные, метапредметные. И вот предметные результаты, они тоже по годам обучения. И тематическое планирование тоже по годам обучения. Иностранные языки в начальных классах это 68 часов, то есть 2 часа в неделю. Да, и уточнение. Иностранные языки изучаются не с 1 класса, а со 2 класса. Итак, посмотрите, вот так выглядит пояснительная записка. Да? В пояснительной записке обязательно цель, да, раскрывается. Затем идет общая характеристика учебного предмета, иностранный китайский язык. Ну, я уже сказала, что везде, все иностранные языки, они схожи по содержанию учебного предмета. Вот отдельно цели можно просмотреть. Место учебного предмета, иностранный китайский язык в учебном предмете записано, да, что обучение со 2 по 11 класс. На этапе начального образования изучение иностранного языка выделяется 204 часа, это по 68 часов на 2, 3 и 4 класс. Дальше идет содержание учебного предмета. Вот давайте посмотрим на тематическое содержание. Оно делится на несколько частей. Вот тематическое содержание речи – это знакомство, мир моего «я», сюда входит моя семья, мой день рождения, моя любимая еда, мир моих увлечений, любимый цвет, любимая игрушка, игра, любимые занятия, мой питомец, выходной день, мир вокруг меня, моя школа, мои друзья, моя малая родина и родная страна и страны изучаемого языка. Здесь изучаются родные страны и их столицы, произведения детского фольклора, персонажи детских книг, праздники родной страны и стран изучаемого языка, Новый год и в основном Новый год, Рождество. Тематическое содержание по всем иностранным языкам, как и по испанскому языку, французскому, немецкому, китайскому, английскому, оно все одинаково.
Хочу обратить внимание на содержание «Мир моих увлечений». Вот, дети должны уметь рассказывать, как они проводят выходной день. Ну, естественно, на китайском, если это мы китайский язык изучаем. И здесь в скобках указано в цирке, в зоопарке. Конечно, дети, которые проживают в городах, они видели и цирк, и зоопарк, и не то что видели, они могут посетить выходной день, потому что в городах они есть. А в деревнях, в селах, конечно, ни цирков, ни зоопарков, если они приезжают, то очень редко, да, поэтому в некоторых программах не указано, но вот в китайском языке указано. Именно рассказать про цирк и как посетили зоопарк. Дальше, следующая содержательная линия – это коммуникативные умения. Коммуникативные умения. Дальше, следующее – это языковые знания. Сейчас я дойду. Вот. Языковые навыки и умения. Это следующая содержательная линия. Тут и грамматическая сторона речи входит, что дети должны по грамматике знать. И сразу хочу сказать, что в учебниках, если содержательная часть именно тем, которые я выше озвучила, они практически во всех учебниках встречаются, то грамматическая часть не во всех учебниках. И поэтому надо очень хорошо просмотреть учебники и именно все грамматические стороны речи, которые предложены в примерной программе. Возможно, в ваших учебниках, по которым вы преподаете иностранные языки, каких-то грамматических нету, не дают грамматику какую-то. И, естественно, они, возможно, если не переработают свои учебники, то они не войдут в список учебников, вошедших в федеральный перечень. Вот следующая линия – это социокультурные знания и умения. И вот хочу обратить внимание на то новое – это компенсаторные умения. Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. Я сейчас чуть позже покажу несколько заданий именно вот на эти умения. И я думаю, они встречаются, такие задания, не только в иностранных языках, но они есть и в русском языке тоже. И вот они, темы, все они одинаковые, содержательные. Просто что происходит? Происходит, я не сказала, да, как у нас программа у нас в иностранные языки создаются не линейные, а концентрические. То есть расширяются темы, содержательные темы расширяются из года в год. То есть дети уже в 3 классе намного больше слов должны использовать в своей речи именно по тем же темам. Моя семья, мой день рождения, подарки. Так. Вот про 4 про линии я вам рассказала. Да? Так. Ну вот в основном вот это вот все. Ну и, конечно, мы сейчас с вами посмотрим тематическое планирование, как оно выглядит. Вот здесь вот посмотрите. Планируемые результаты освоения учебного предмета, личностные результаты, гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание. Дальше физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания и ценности научного познания. Вот теперь это по таким вот разделяется. И посмотрите, вы уже сейчас в программе видите, сколько здесь воспитания, а не только обучения. Метапредметные результаты, конечно, таких у нас тоже не было. Они теперь называются базовые логические действия, базовые исследовательские действия и работа с информацией. Просмотрев по иностранным языкам
старые программы, которые были, то в тех программах содержание не было разделено по классам. То сейчас в этих примерных программах это уже облегчение для учителей, не надо сидеть это все делить, просматривать учебники, как это все делить. Можно уже сразу увидеть, по годам обучения содержание определено. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. Вот здесь общение, совместная деятельность. Она теперь называется там, где работа в группах, парах. Теперь это будет называться совместная. То есть дети должны научиться работать вместе. Так, регулятивные действия расписаны, да? Самоорганизация и самоконтроль. И вот предметные результаты, они уже расписаны в каждом классе по отдельности. И это тоже очень большой плюс, потому что при изучении во 2 классе, когда начинаем изучать, учитель может уже познакомиться и точно знать, к чему должен вести именно по предметному содержанию, чему должен ребенка научить и чему должен ребенок научиться. Это, конечно, очень большой плюс. Так, ну и сейчас мы еще перейдем, покажу я вам, как выглядит примерная программа, тематическое планирование, извините, тематическое планирование. Так, и вот оно. Программная тема, число часов на ее изучение, программное содержание. И в 3-й колоночке характеристика деятельности учебной, познавательной, коммуникативной, речевой и методы и формы организации. Раньше вот методов и форм организации, конечно, не было, и учителям приходилось все это искать, в авторских программах где-то искать, в учебниках смотреть и самим распознавать по заданиям. И вот еще был один вопрос, уже ответ которого озвучили, что при разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, мультимедийные программы, электронные учебники и задачники и так далее. Так что, надеюсь, вот тот ответ, на который был задан вопрос. К сожалению, методических видеоуроков по иностранным языкам пока нет. Так, ну и поэтому вроде бы я акцентировала внимание на самые важные моменты в этих программах по иностранному языку. И перейдем, наверное, к русскому. Так. Это литература, чтение, родной русский. Так. И вот вы тоже видите, что русский язык, он точно так же, в нем все точно так же. Угу. И хочу начать знакомство с этой программой по русскому языку, показать видеоролик небольшой, современный урок русского языка от теории к практике. Так, от теории к практике. Сейчас мы посмотрим. Все эти видеоуроки, которые уже есть, мы их можем найти тоже на этом сайте. И вот я нахожу так, от теории к практике. Вот современный урок русского языка от практики. Немножко передвину это начало. Немножко зависла.
Мгм. Мгм. Почему-то она не хочет. Не хочет нам показать его почему-то. Очень, конечно, жаль. Что случилось? Сейчас мы посмотрим. Марвел, можно, да, Попробуем еще можно раз. обновить страничку, если что, чтобы скорость интернета, она как бы восстановилась. И можно как бы опять попробовать. Ага, Можно так сделать, да? сейчас попробуем. Да. Попробуйте еще Мгм. раз. Давайте посмотрим через трансляцию. Потому что вы же с сайта транслируете, да? Вы же не... Да, потому что она не скачивается. Да, нет. Сейчас мы... Да. Попробуйте. Еще раз. Мгм. Ну, давайте, пока я выйду, я сейчас попробую. Как называется современный урок русского языка, да? Да. Я попробую я с этой стороны запустить. Мгм. Ага. Не хочет. Вроде пошло. Каждый из нас, конечно, помнит знаменитые строки стихотворения в прозе Ивана Сергеевича Тургенева о русском языке. Эти строки – часть нашей культуры русского языка. Возможно, мы настолько привыкли к тому богатству, каким владеем, что перестали осознавать ценность русского слова. А как бы сегодня мы с вами прочитали эти строки? Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Говоря о задачах, которые стоят сегодня перед каждым учителем русского языка, мы не можем не говорить о снижении общего уровня грамотности и речевой культуры. И действительно, как не впасть в отчаяние, когда и средства массовой информации, и часть нашего окружения не считает важным проявление незнания языка. Влияние ошибок на сознание человека изучается редко, а между тем неоднократное повторение определенной информации по нескольким каналам с цитацией ошибки превращает эту ошибку в факт медиареальности. При этом характер ошибки значения не имеет. Это может быть неверное написание слова или сужение его лексического значения. Обратите внимание, как изменилось значение слова «культовый». Это уже не оказавший большое влияние, а только лишь популярный. Проблемой является и переход общения в виртуальную реальность, потеря навыков взаимодействия, навыков монологической речи. Не стоит сбрасывать со счетов и усиление влияния цифровой реальности на содержание образования и формат образования и обучения. Создаются новые программы, разрабатываются новые ресурсы, однако есть определенные проблемы с отбором содержания обучения и методами цифрового обучения. Уже сегодня существуют технологии, которые готовы дописать текст по заданному началу. Вот так, например, выглядит текст Тургенева, дописанный искусственным интеллектом. Как знать, может быть, скоро мы, учителя, будем проверять сочинения, написанные искусственным разумом. Лингвисты говорят и об изменении природы текста. Появляются смайлики, которые часто заменяют собой знак препинания. И современные тексты вообще можно назвать особым явлением не только в практике коммуникации, но и в практике письма.
Особенно важным в их структуре становятся графические и орфографические, а также пунктуационные средства. Все это отражает современную тенденцию к наглядности, визуализации общения. Формируются графические средства выражения смысла текста. Исследователи отмечают активное использование элементов всех групп графики. Букв кириллицы и латиницы, элементов графики и рисунка, цифр и специальных символов, а также знаков пунктуации. Все чаще мы сталкиваемся с текстами неоднородными по способу кодирования информации. Например, комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» выпустили в виде чата, а роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» в виде графического путеводителя по миру романа. И это интересный опыт, который достоин обсуждения на уроке. Полагаем, что и такие, порой противоречащие призывы слышал каждый из нас. В обществе существует запрос на качественное, в понимании многих, традиционное образование и учет потребностей современных школьников. Тот факт, что проблемы изучения и преподавания русского языка становятся предметом широкого обсуждения – огромное счастье. Вспомните, как споры о том, какого рода слово «кофе» объединили даже тех, кто кофе не пьет, предпочитая чай. Мы бережно храним традиции, умеем оценивать качество звучащей и письменной речи. Но в таком внимании общества к вопросам преподавания русского языка кроется и огромная ответственность всех, кто работает над составлением программ и учебников, обновлением методик преподавания. Можно ли вернуться к тому, что давало результат 30-40 лет назад? Вряд ли. Следует учесть лучшее в опыте прошлого и наметить движение вперед. Взять из прошлого и все-таки двигаться вперед, потому что жизнь изменяется и потребности тоже все изменяются. Еще хочу обратить внимание еще на один видеоролик, именно развитие метапредметных функций русского языка. Этот видеоролик я найду. Так, именно формирование метапредметных результатов обучения младших школьников. Уважаемые коллеги, одним из важнейших достижений младшего школьника является сформированность универсальных учебных действий. Универсальность в этом случае означает, что учебное действие сформировано настолько полно, что позволяет учащемуся успешно выполнять учебные операции вне зависимости от конкретного предметного содержания. Как же перейти к этому условному безразличию учебных операций от предметной привязанности? Как подняться на новый уровень выполнения интеллектуальных операций? Сегодня мы поговорим о том, какую роль в этом процессе играет педагог. Без целенаправленных усилий учителя познавательные действия, будь то сравнение или обобщение, классификация или анализ, развивается стихийно, часто с определенными проблемами в структуре умственного действия или с нарушением логических алгоритмов. Поэтому становление универсального учебного действия напрямую зависит от того, какие методы и приемы его формирования выберет учитель. Давайте проследим за этой зависимостью на примере формирования универсального познавательного действия сравнения. Для начала рассмотрим структуру универсального учебного действия акта сравнения. Как совокупность интеллектуальных операций, сравнение складывается из 4 учебных шагов. Шаг 1 – нахождение различий в представленных объектах. Шаг 2 – нахождение сходства в представленных объектах.
Шаг 3 – нахождение тождества в представленных объектах. И шаг 4 – нахождение индивидуального, специфичного в представленных объектах. Если речь идет о младших школьниках, то акт сравнения начинается с поиска различий в объектах. Для детей этого возраста такая операция проще, чем все остальные. Разберем методику формирования познавательного действия сравнения на примере фрагмента урока окружающего мира в 1 классе. Расскажу вам одну историю. Жил со мной по соседству мальчик Женя. Ему было всего 4 года. Женя больше всего любил рассматривать книжки с картинками. Бабушка однажды подарила ему книжку, и он увидел там 3 картинки. «Как называется первая картинка? Прочитай, бабушка», – попросил Женя. Бабушка прочитала. «Осень». «А как называется вторая картинка?» – спросил Женя. Бабушка читает. «Осень». «Как же называется третья картинка?» «Осень», – снова прочитала бабушка. Удивился Женя. «Как же так? Картинки все разные, а названия одинаковые». Как бабушка должна была ответить на этот вопрос? Как бы мы ответили на этот вопрос? Предлагаю сравнить картинки. Сначала первую и вторую. На первой картинке нету речки, а на второй есть. На первой картинке человек с овцами, а на второй одинокий. На первой картинке есть собачка, а на второй нету ее. Будет сравнение картинок, но их высказывания не отвечают на поставленный мальчиком вопрос. Почему разные картинки называются одинаково? Констатируем. Ошибка педагога заключалась в том, что дети не получили точной инструкции, в каком направлении вести сравнение репродукций и что делать с объектом сравнения в первую очередь. Поэтому они сравнивают объекты, изображенные на репродукциях, по внешним, формальным признакам. Если это действие ребят не остановить, то оно будет продолжаться по принципу цепной реакции. Неточная инструкция учителя не приближает детей к выполнению задания, а уводит от него. Посмотрим другой фрагмент урока. Какую методику использует другой учитель? Я предлагаю вспомнить, какой вопрос задал мальчик бабушке. Мальчик спросил, почему картинки разные, а названия одинаковые? Осень. Вспомните ваши наблюдения за осенью. Какие явления вы наблюдали на прогулках и экскурсиях? Желтеют листья, идет дождь. Улетают птицы. Как вы думаете, зачем мы должны ответить на эти вопросы? Чтобы понять, как осенью меняется природа. Изображены ли эти явления на картинах? На первой золотая осень в желто-красной листве. Вы назвали яркое осеннее явление природы – изменение цвета листьев на деревьях. И даже назвали этот период осени. Еще раз, как называются первые осенние деньки? Золотая осень. Да, первый период этого времени называется золотая осень. А желто-красная листва так и остается на деревьях всю осень и зиму? Нет, потом листья опадают, и деревья стоят голые, как на второй картинке. Это другая осень. Кто думает по-другому или сомневается? Кто согласен с Богданом? Мы согласны с Богданом. Вот смотрите, есть начало какого-то события, есть конец. А что же между ними? Середина. Да, верно. Так и у каждого времени года есть свое начало, середина и конец. Получается, что на картинах запечатлены эти 3 периода. На первой – золотая осень, начало времени года. На второй – середина, правильно? Да. А что же на третий? Теперь мы можем сравнить признаки осени и выделить особенности третьей картинки, назвать этот период осени. На третьей картинке я вижу, что висят листья, но уже лежит снег.
Это, наверное, самый первый снег. Да, этот период очень красиво называется зазимок. Осень почти встретилась с зимой, но еще не уступила ей свое место в природе. Некоторые деревья еще не потеряли листву, лед на речке еще тонкий и прозрачный. Кстати, именно в названиях картин можно найти подсказки к ответу на ваш вопрос. Первая картина художника Каркадыма «Золотая осень». Так и называется начало осеннего времени года «Золотая осень». Вторая картина художника Волкова «Октябрь», как раз середина осени. Третья картина Бродского «Поздняя осень». Это и есть зазимок. Совершенно верно. Хорошо, подведем итог. По этим картинкам мы с вами установили 3 периода осени. Но некоторые ученые природоведы выделяют еще один период. Он приходится на раннюю осень, когда листва только-только начинает желтеть. Мы с вами можем нарисовать такую картину и добавить ее к нашей выставке картин об осени. Итак, в данном случае учитель буквально ведет учащихся к самостоятельности и в построении алгоритма действий, и в получении результата. Именно это в соответствии с теорией развивающего обучения становится предпосылкой успешного интеллектуального развития ребенка. Кроме того, происходит становление важнейшей коммуникативной способности – умение рассуждать. Если речь идет о математических объектах, Перейдем мы сейчас, значит, просмотрим еще раз программу по русскому языку. Я уже говорила в начале, что все принципы отличия от старых программ, они везде сохранены в каждой рабочей программе. Да. И вот хочется сказать, в 1 классе у нас идет не просто русский язык, а обучение грамоте. И у нас здесь проходят интегрированные уроки, то есть письмо и чтение может быть на одном уроке. Вот систематический курс идет, да? Все расписано. Все, что требуется для того, чтобы составить свою учебную программу по своим учебникам. Все здесь есть. Ну и, конечно, был такой вопрос, как же по учебникам, да? И сейчас я покажу вам учебник, который по русскому языку уже пытаются анализировать авторы, чтобы у них учебники вошли в перечень федеральный для использования. Это русский язык Канакина и Горецкий. И посмотрим, насколько они удовлетворяют потребности по этой программе. Так, сейчас еще раз попробую. Почему она не выходит? Нет, все равно не хочет. Все равно не хочет показаться. Ну, чем помочь? Чем помочь вам? Не хочет он у меня показаться, он должен быть в окне. В окне и не хочет. Угу. Так. Я вроде бы его уже перезагрузила снова, а он все равно не хочет. Вы хотели, что? Вот он у меня вот здесь вот должен быть, и он не выходит. А вы что хотели показать-то нам? Да, я хотела показать по русскому языку учебник, да, и как он, ну вот, какие в нем задания и как, ну, придется тогда так рассказать.
Ну, попробуйте, да, еще на раз. словах. Значит, в разделе «Развитие речи» учимся составлять рассказы повествовательного характера по материалам сюжетных картинок и наблюдений. Основное содержание раздела и содержание учебника полностью соответствует. Полностью соответствует. Содержание раздела «Слово и предложение», развлечение слова и предложения, работа с предложением, выделение слов. И здесь прослеживается тоже полная аналогия. И анализируя другие разделы примерной рабочей программы и содержание учебника, приходим к выводу, что учебник полностью соответствует элементам содержания примерных рабочих программ. Просто был вопрос, как же, начиная с 1 сентября, обучаться по старым учебникам. Так вот, было сказано, что можно использовать в обучении пока те учебники, которые сейчас, в данный момент, входят в федеральный перечень учебников, пока не выйдут новые. И хотела показать, конечно, какие задания именно и как развиваются предметные, но вот не открывается, а на словах это, конечно, очень трудно рассказать. Что там есть задания, данные тексты, которые дети прочитывают, находят слова, в которых есть соответствующие звуки по заданию. Это тоже развитие предметных результатов. И поэтому авторы азбуки Горецкого делают вывод о том, что их учебники соответствуют примерным рабочим программам, и учителя могут по ним обучать своих детей. Вот что я хотела сказать, обращаясь к этим учебникам, но так как не открылась, поэтому тогда переходим к рассмотрению программы по литературному чтению. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предполагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий, которые возможно формировать средствами учебного предмета литературное чтение с учетом возрастных особенностей младших школьников. Литературное чтение – один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционально-духовно-нравственного развития младших школьников. Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. И сейчас вам хочу показать, тоже на этом сайте уже появился видеоролик, как учить работать детей с текстом, потому что по литературному чтению основное, конечно, уделяется работа с текстом. Так, сейчас мы его найдем, он у нас в методических видеоуроках. Вот, русский язык, начальная школа, так, работа с текстом. Так.
Совершенствование речи младших школьников – одна из важнейших задач начального образования. Процесс развития речи направлен на отработку умений передавать мысли, использовать усвоенные нормы русского литературного языка и правила речевого этикета при создании собственных текстов. Учитель начальной школы должен планировать эту работу на уроках по любому учебному предмету. Только так будут достигнуты зафиксированные в стандарте метапредметные результаты, связанные с речевой деятельностью. Обратим внимание на основную ошибку, которую допускают педагоги при организации работы с текстами. Отсутствует взаимосвязь между аналитической работой с предлагаемыми текстами и, собственно, творческой деятельностью по их созданию. Уроки, посвященные знакомству с типами текстов, не могут сводиться к заучиванию их признаков. Нужна практика, связанная с написанием текстов всех трех типов. Причем эти два вида деятельности, аналитическая и продуктивно-творческая, должна идти параллельно. В избежание этой ошибки напоминаю следующие дидактические правила. Осознанное освоение любого учебного действия происходит тогда, когда дети вместе с учителем конструируют способ его выполнения. Учитель создает ситуации, мотивирующие учащихся актуализировать и использовать нужный способ, постепенно отказываясь от помощи. Специально организованное в процессе коллективной деятельности наблюдение за подобранными текстами позволит младшим школьникам осознанно сконструировать характеристику понятия. Повествование – это, описание – это, рассуждение – это. При этом учащиеся выделяют существенные качества каждого типа текста. Его цель, структуру, языковые средства. Осознанно выстроенная характеристика становится основой для конструирования собственных текстов. Именно такой подход помогает избавиться от небрежного, путанного, бессистемного стиля письма. Посмотрим, как учитель строит логику работы над текстами-описаниями. Ребята, представьте себе 3 ситуации. Ситуация первая. Вы хотите узнать об изменениях природы в течение дня. Ситуация вторая. Вы хотите представить себе картину раннего утра. Ситуация третья. Вы хотите получить ответ на вопрос, почему важно быть внимательным к явлениям природы. Послушайте текст. Я прошу вас определить, в какой из этих ситуаций он будет уместен. Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной тишине. Восток олел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта точно гигантские растопыренные пальцы тянулись вверх по небу, золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца. Я думаю, этот текст надо прочитать, чтобы представить картину раннего утра. Проверим, какую картину вы сможете себе представить. Закройте глаза и еще раз послушайте текст. Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво плыли в прозрачной тишине. Восток олел и пламенел, отливая в иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта точно гигантские растопыренные пальцы тянулись вверх по небу золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца. Расскажите, что вы представили? Я увидел небо светло-голубого цвета, и по нему медленно плыли облака. Облака были интересные, почти все белые, а с одной стороны были розовые. А я увидел золотые лучи. Они поднимались вверх, похожие на поднятую ладонь. С закрытыми глазами вы увидели явление природы в цвете. А теперь найдем в авторском тексте писателя Куприна слова, которые словно краски рисуют картины восхода. Какие это слова? Ясные, нежно-голубые, розовые, белые, перламутровые и серебряные, золотые.
А давайте проверим, помогают ли слова, обозначающие действие предмета, передать краски раннего утра на восходе солнца. Сможете найти такие слова? Олеть и пламенеть. Попробуйте объяснить их значение. Богдан, что значит олеть? Быть алым. Вова, что значит пламенеть? Быть как пламя. Да, олеть – это выделяться своим алым цветом, становиться красно-оранжевым, а пламенеть – это ярко гореть, пылать, выделяться своим ярко-красным цветом, походить на пламя. Читая этот текст, я вижу, что солнце еще не взошло, но вот-вот взойдет, потому что восток меняет свой цвет. От горизонта расходятся солнечные лучи, которые сравниваются с пальцами ладошки. Мы увидели самый первый этап работы по наблюдению за особенностями текстов описаний. Назовем методические приемы, которые использует учитель. Сравниваются 3 ситуации и выбирается та из них, которая соответствует тексту описанию. Это важно для понимания цели данного типа текстов. Подключается воображение для того, чтобы они представили описанную картину восхода солнца. Внимание фокусируется на словах, передающих цвет происходящих явлений. Как правило, цвет привлекает внимание человека прежде всего. Ну и, наконец, работая с текстом, дети выбирают выразительные средства, которые создают живописную картину восхода. По случайности не тот видеоролик, но это тоже видеоролик, если кто вот посмотрел, тоже можно вот так организовать работу с детьми на уроке литературного чтения по стихотворению, когда они рассматривают именно описание природы. Вот именно вот эти вот приемы можно использовать. И также на этом сайте есть еще и именно по литературному чтению, поэтому вы можете сами зайти и посмотреть, как работать еще с текстами. Так, ну и осталась у нас программа по русскому родному языку и литературное чтение на родном языке. Этих программ у нас еще не было. Все, наверное, в своих школах создавали эти программы сами на основе каких-то, выбирали темы. Вот. Ну а теперь эта программа есть уже, поэтому я вас хочу вот познакомить с этой программой. Так, покажем сейчас сразу вам. Угу. Так, литературное чтение, вот русский язык. Вот давайте посмотрим. Так, с переходом на обновленные стандарты, содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области родной язык и литературное чтение на родном языке. Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область русского языка и литературного чтения. Курс русского языка как родного обеспечивает воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. Задачами данного курса является совершенствование у младших школьников как носителей языка, способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой инструкции, расширение представлений о различных методах познавания языка, мини-исследования, проезд, наблюдение, анализ. В соответствии с этим в программе выделено 3 блока. Так, 3 блока. И сейчас я вам покажу. И вот они, значит, 3 блока. Первый блок – это русский язык, прошлое и настоящее, язык в действии и секреты речи и текста. Ни в коем случае нельзя заменять простой русский язык с изучением русского языка как родного, потому что родной русский язык, он как бы дополняет
русский язык, который мы изучаем чаще всего, да. Значит, первый блок, он включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общепотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национальной и культурной специфике русского языка, в общем и специфических языках и культурах русского и других народов России и мира. Второй блок – язык действия. Он включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях. Третий блок – секреты речи. Связан с совершенствованием 4 видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников, умение определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении, расширением практики применения правил речевого этикета. И давайте посмотрим, вот первый год обучения, и вот даже здесь, смотрите, есть практическая работа, оформление буквиц и заставок, и еще есть проектное задание, словарь в картинках, где ребенок сам выполняет проект. Дальше посмотрим на язык в действии. Посмотрите, как нельзя произносить слова, смыслоразделительная роль ударения, звукозапись в стихотворном художественном тексте, наблюдение за сочетаемостью слов, секреты речи и текста, секреты диалога. Учимся разговаривать друг с другом и со взрослым. Диалоговая форма устной речи, стандартные обороты речи для участия в диалоге, как вежливо попросить, как похвалить товарища. И, конечно, здесь есть резерв учебного времени. Поэтому, когда учителя будут определять, сколько они часов будут изучать, то и здесь тоже, конечно, вот резерв учебного времени, если у кого есть много часов для изучения родного русского языка. И посмотрите, каждый раз, уже второй год обучения, русский язык прошлое и настоящее, конечно, уже увеличивается, то, что дети изучают. Язык в действии. Теперь язык в действии, появляется практическая работа. А вот в русском языке прошлое и настоящее практической работы нет, но проектное задание все равно есть. Секреты речи. И снова здесь тоже резерв учебного времени. Вот рассмотрим третий год обучения. Тоже есть проектные задания. Вот. Просто был тоже один вопрос такой, какие технологии использовать при обучении по новым стандартам. Вот проектные, да, проектное обучение, системно-деятельностная технология. Вот здесь тоже есть проектные. Ну и, конечно, тоже здесь, смотрите, личностные результаты. Вот дальше идет метапредметные, и также есть вариативные части, да, там тематическое планирование можно выбрать, смотря сколько часов вы будете отводить на изучение родного русского языка. И все то же самое. Тема, курс, программное содержание, методы и формы организации обучения, характеристика деятельности обучающихся. Ну и вы, наверное, знаете, что уже был учебник Александровой издан, и именно по такой же вот программе. Ее учебник совпадает, так как вот мы преподаем, берем задания из этих учебников. Правда, он только у нас в одном экземпляре на класс, но пытаемся брать оттуда задания. И если так посмотреть, проанализировать учебник Александровой, то он соответствует этой примерной программе. Ну и у нас осталось рассмотреть сегодня это примерную программу «Литературное чтение на родном языке». Так, литературное чтение на родном языке. Вот он у нас.
Мгм. Вот эта программа, она точно такая же, посмотрите. Все точно так же. Но что вот я хочу сказать, что здесь не просто дан перечень произведений и авторов, которые обязательно изучить. Здесь есть примерные. Поэтому учитель может выбрать, вот к чему я вот иду, учитель может выбрать для изучения произведения и авторов. Вот и всего здесь два раздела. Мир детства, который относится «Я к книге» и «Я взрослею». Это все о детстве. И второй раздел – это «Россия, Родина моя». И вот, как вы видите, то же самое, да, что мы Родиной зовем, с чего начинается Родина. И здесь несколько произведений дано, которые учитель может выбрать, потому что здесь написано «например». Не обязательно изучать все эти три. Можно выбрать только одно произведение для изучения. И это очень тоже хорошо, поэтому учитель сам может определить для своих детей, что лучше взять. Вот второй год обучения, тоже посмотрите, «Мир детства», да? «Я и книги», «Я взрослею». И второй, вот еще появляется «Я и моя семья», да? И «Россия, Родина моя». Вот что отличительного от других программ именно в этой программе, в родной язык и литературное чтение на родном русском языке. Так, покажу вам еще тематическое планирование. Оно выглядит так же. Вот посмотрите, точно так же. Вот посмотрим раздел «Россия, Родина моя». Родина, родная страна во все времена с нами сильна. Люди земли русской. Да? И вот здесь расписаны, как это лучше изучить. Вот методы, формы, организации обучения, характеристика деятельности обучающихся. Ну и можно сделать вывод, небольшой вывод о том, что все делают очень большую работу, ученые и все остальные, для того, чтобы учителю становилось легче работать, потому что действительно программы пишут потом все равно учителя, да, и поэтому именно имея вот такой уже сайт и вот такие программы, учителям намного легче создать свои. И так как уже сказали, что даже можно воспользоваться теми, что они есть, когда их уже утвердят. Так, ну и все, наверное, все, что я хотела сказать, самое основное, да, и поэтому, наверное, передаем Спасибо Татьяне большое. Валерьевне слово. Да, Тамара Владимировна, большое спасибо. Единственное, что я хочу, чтобы вы пролистали до конца свою презентацию, потому что она у вас вот на иностранном... Там, знаете, там я просто перешла в этот, там про родной русский язык. Угу. Так. Давайте я вам помогу с этой стороны, да? Да, я совсем забыла, что я хотела показать. Вот, хорошо, что вы мне... Да, немножко прокомментируйте, пожалуйста. Да, вот это, смотрите, по программах иностранных языков есть еще одна линия. И я хотела вам показать задание. Вот одно из заданий – навык догадки при чтении текста. Когда дети читают текст, даны слова, возможно, даже есть слова, которые для них незнакомые, и они, читая текст, а вот слова, которые в тексте, они для них являются знакомыми, и они по догадке вставляют в текст эти слова.
Следующий вот лексический навык. Вот такие задания есть, наверное, и по русскому языку. Дано слово, буквы рассыпались, их нужно собрать. И картинки для них – это помощь. Вот. И третье задание, которое, когда навык использования невербальных средств, когда дети знакомятся с текстом, текст прочитывает, возможно, учитель, и показывают движение, тем самым дети запоминают эти слова и понимают их перевод именно когда используют невербальные средства. Это вот в иностранных языках содержательная линия компенсаторная, по-моему, да. Вот это новое, что для детей. Ну, я думаю, вот по русскому языку вот такие задания точно они встречаются для развития. Ну и там у меня, что еще было? Да, в программах есть эстетическое воспитание, я уже говорила, экологическое воспитание, ценности научного познания. Вот это русский язык, который родной, я уже сказала, что он из 3 блоков состоит. Вот. И все. Хорошо, Тамара Владимировна, большое вам спасибо, потому что в первом приближении через вас как бы наши коллеги познакомились вот с этими примерными рабочими программами учебных предметов. Конечно, нужно смотреть очень подробно, да? Я думаю, что вы согласитесь. Подробно обсуждать с коллегами, вот чем мы и займемся на обучении, когда будем учить учителей первых классов, ну, которые будут учить, там все можно очень подробно рассматривать, обсуждать, что появилось новое, сколько, что в тематическом планировании. Поэтому спасибо вам огромное. Единственное, что я прошу еще обратить внимание на чат, там есть вопросы, и я попрошу как бы вас их ответить, вернее, ответить на эти вопросы, прежде чем мы передадим слово. Посмотрите, там был вот у Ларисы сначала Маркевич про родной русский язык. Посмотрите, пожалуйста. А я просто этот чат не вижу. А, вы не видите? Ну, давайте я вам зачитаю, вы постарайтесь ответить, хорошо? Первое, вопрос был такой, но он риторический, наверное. Откуда взять часы для закрепления, если каждый урок – это урок новых знаний? Знак вопроса. Откуда взять часы на повторение? Откуда взять, да, часы для закрепления, если каждый урок – это урок новых знаний? Ну, вообще-то учитель строит сам свой урок, и я думаю, каждый учитель начинает, наверное, немножко все равно повторение, потому что темы, они все взаимосвязаны друг с другом, и поэтому одна тема вытекает из другой. Нет такого, что взяли одну тему, изучили, а вторая тема совершенно отстраненная от этой. Даже если взять, например, имена существительные. Сначала изучают, на какие вопросы они отвечают, затем, что они обозначают. Потом же они уже грамматическим признаком переходят при изучении, например, вот этих частей речи. И это все взаимосвязано, конечно. Поэтому, я думаю, учителя берут все вначале, повторяется именно, господи, забыла, как называется этот. Ох, забыла ведь, как называется, этап урока. Ну, ничего страшного. Когда актуализация знаний идет, да, актуализация знаний. Ну, я думаю, что вот Вера Мингалева, которая задает этот вопрос, я думаю, что этот вопрос дискуссионный. То есть вот у вас позиция одна, да, у Тамары Владимировны позиция другая. Но это нужно все обсуждать вживую, мне кажется. Ну, потому да, что как да. раз вот, да, интересно столкновение разных профессиональных позиций, разных взглядов, чтобы найти точки соприкосновения. Поэтому, Вера, огромное вам спасибо за вопрос. И я думаю, что мы будем обсуждать, и вы тоже будете обсуждать со своими коллегами. Тамара Владимировна, еще вопрос. Значит, ну, не вопрос, а как бы, ну, как сказать, мнение. Работаем по-новому, но по старым учебникам. Все снова на учителя ляжет. Как вот ваше мнение? Работаем по-новому, но по старым учебникам. Все снова на плечи учителя ляжет. Поэтому вот как бы вы ответили на эту такую ремарку? Но учебники же будут обновляться, и я думаю, все равно им придется приобретать новые учебники для того, чтобы обучать детей по-новому. Что сейчас даже, если рассмотреть на данный момент учебники, по которым мы работаем, и посмотреть вот эти вот программы, очень многое соответствует.
Очень многое соответствует. Я просмотрела и Горецкого, и Канакину, и мы преподаем, у нас школа 21 века, и даже если вот, когда я изучала эти программы, я сразу представляла, что в нашей программе и по русскому языку, и по литературному чтению, по математике очень много есть того, что должно быть. Но я еще, наверное, здесь вас добавлю, да, уважаемая Татьяна Новосад, как бы добавлю вот в ответе Тамару Владимировну. Дело в том, что сейчас каждое издательство, которое издает учебники, да, оно сейчас озадачено чем? Тамара Владимировна знает. Они сейчас приводят не только в соответствие, но они даже дают сравнительную характеристику. То есть вот берется учебник, и прям, например, что из учебника соответствует обновленному стандарту. Как это, например, сейчас сделало издательство «Просвещение», потому что, ну, Тамаре Владимировне я специально отсылала эти материалы тоже, да, чтобы она посмотрела. Но она пошла дальше, она проанализировала еще свою образовательную систему школы 2100. Поэтому здесь как вот этот именно работа аналитическая, обязательно на курсах мы ее будем разводить, ну, делать будем, потому что без этого никак. Но вам вот в таком приближении, уважаемая Татьяна, мы постарались ответить на ваш вопрос. Тамара Владимировна, еще вопрос. В первом классе есть родной русский язык? Да. Да? Отвечаете, что да? Да. Хорошо, спасибо. Ну и последний вопрос. Здесь вот во вкладочке «Вопросы» в чате можно посмотреть. Там идет вопрос, связанный с вопросом, связанным с регистрацией на сайте. Подскажите, пожалуйста, на сайте, насколько она сложна или легкая регистрация на сайте? Регистрация совсем не трудная. Совсем не трудно. Вы зайдете туда, там есть значок «Регистрация», фамилия, имя, отчество, пароль, логин, и ничего больше особого не требуется. Поэтому регистрироваться – это 1 минута. Хорошо, спасибо вам большое. Ну и вместе, наверное, мы с вами еще ответим на один вопрос. Здесь спрашивают про то, чтобы мы отправили ссылки на видео, на учебные, видимо, примерные программы. Уважаемые коллеги, нет смысла. Заходите на сайт «Единое содержание общего образования». Там все программы размещены в открытом доступе. Прямо вот вы увидите вкладочку. Все видеоресурсы размещены в открытом доступе. Смотрите, пользуйтесь. Там даже скачивать ничего не надо, можно прямо онлайн. Да, там не скачивается, действительно, там не скачивается, поэтому нам пришлось вот так показывать. Вот. Но там нужно просто сесть и просто нажимать, посмотреть, потому что там есть не только видео, ролики обучающие, но там есть еще и методические пособия. Я их тоже изучала. В основном, конечно, они для старших классов, но что-то можно и взять себе. Даже по иностранным языкам есть обучение, как детей читать, как детям говорение тоже есть. Но они касаются старших классов. Но я так посмотрела, эти памятки можно применять и для начальных классов. Хорошо, спасибо большое, Тамара Владимировна. Я говорю, понимаем, что эти все вопросы, они требуют обсуждения еще, да? У нас пока задача была показать, что есть, примерные программы есть, какое-то оснащение как бы есть. Дальше у нас в марте будут просветительские встречи по обновлению содержания и методик преподавания. И естественно, что эти вопросы мы будем рассматривать более подробно, да, Тамара Владимировна? Мы же так с вами планировали. Да. Поэтому мы вас, Тамара Владимировна, правда, очень благодарим. Спасибо вам огромное, что вы так прониклись этим содержанием. Это всегда очень приятно и очень здорово, когда обычный учитель, замечательный, самый лучший учитель, но он вот через себя это все пропускает содержание. Это прекрасно. И вы очень хорошо в конце как бы своего выступления сказали, что сейчас сделано очень многое для того, чтобы просто учитель брал и пользовался. Да, вы же очень хорошо сделали. Поэтому вам спасибо огромное. Очень было приятно видеть и слышать вас. Очень, и знакомству такому вот виртуальному. Ну и теперь мы с вами вместе передадим слово Татьяне Владимировне Якубьев, да, которая у нас осветит вопросы, связанные с изучением коми-языка и коми-литературы. Поэтому, Тамара Владимировна, можно отключаться. Татьяна Владимировна, добрый вечер, добрый день. Очень рада вас приветствовать. Да. Татьяна Владимировна, слышите ли нас? Ага, слышно хорошо. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада принять участие в таком важном для всех нас онлайн-встрече.
Татьяна Владимировна, сейчас, секундочку, я вас представлю. Извините, пожалуйста, да. Уважаемые коллеги, разрешите, пожалуйста, представить Татьяна Владимировна Якубьев, да, кандидат филологических наук, заведующая лабораторией развития этнокультурного образования нашего института. Поэтому, уважаемая Татьяна Владимировна, с огромным удовольствием я передаю вам слово. И здесь вот вижу, уже какие-то вопросы были по краеведению, поэтому, пожалуйста, и с учетом своего содержания, и с учетом ответов на эти вопросы. Поможем. Ладно, Татьяна, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. В первую очередь я хочу сказать, что лаборатория развития этнокультурного образования, она функционирует в институте уже с 1998 года. Задач много, но основной вид деятельности – это, конечно же, разработка рукописей, учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной направленности. И в частности, коми-язык родной государственный, коми-литература, родная коми-литература, литература республики Коми, краеведение, история республики Коми. Надо сказать, что маленьким составом, но программа у нас разрабатывается. Разработаны уже программы по родному коми-языку, по государственному коми-языку. Они у нас прошли региональную экспертизу, прошли федеральную экспертизу, и теперь они у нас размещены в так называемом федеральном реестре примерных программ. Я вам хочу показать этот сайт. Так, показать экран. И вместе с вами мы посмотрим. Так, видно, да, Татьяна Валерьяновна? Мы видим простую вкладку. Да, простую вкладку открыла. Хочу показать полностью путь, как мы заходим на этот сайт. Мы вводим ФГОС реестр, заходим, попадаем на такой вот реестр федеральных примерных программ. Здесь представлены 4 вкладки. Мы выбираем основные образовательные программы в части учебных предметов. Нажимая туда, открываются 273 документа. Чтобы не искать и легко найти в данном разделе нашу программу, мы вводим в поисковике Коми, нажимаем поиск и открываются наши программы. Программы у нас представлены как для начального образования, так и для основного. Они представлены у нас в двух форматах, в формате Word и в формате PDF. Я предлагаю сегодня, как и Тамара Владимировна, открыть любую из программ. Можно коми-язык родной, не родной, взять и открыть, и пролистать. То есть данные программы, как я уже сказала, они прошли федеральную экспертизу. Они полностью соответствуют тем стандартам, которые поставлены перед, и как и к другим программам. Поэтому по структуре они ничем не отличаются от программ по другим предметам. Вордовский документ открыла, поэтому можно было, в принципе, PDF, но, наверное, удобнее педагогам как раз работать в Word, чтобы легко было копировать. Здесь надо сказать, что программ у нас пока на сайте единого содержания общего образования нет, поэтому конструктором воспользоваться не получится, но я думаю, без труда педагоги у нас составят программы, используя данный материал. Значит, видим мы титульный лист программы, видим составителя программы, это у нас по начальной школе у нас отвечает Эльвира Ивановна Полякова, методист нашего центра, кандидат педагогических наук, указаны рецензенты, представлена аннотация и видим пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, поставлены задачи, указано количество часов по классам и расписаны личностные, метапредметные, предметные и результаты предмета. Также дано, как и по другим предметам, содержание учебного предмета полностью, значит, по всем классам, да, примерно тематическое планирование по годам обучения. Пролистать можно, значит, 1 класс, 2, 4 классы и
увидим тематическое планирование. Планируем результаты, то есть чему обучающийся научится и получит возможность научиться. То есть вот базовый и повышенный уровень к результатам. 2 класс, 3 и 4. То есть полностью все результаты у нас расписаны по всем разделам грамматики, по всем темам. И здесь мы уже видим рекомендации, то есть какие учебники, какие рабочие тетради, методические пособия можно использовать педагогу в работе. Также указаны словари. Так, это что касается у нас коми-языка родного. Точно так же представлена программа по коми-языку неродному. Я думаю, что листать мы уже, наверное, не будем, просто можно оглавление посмотреть. И точно так же имеется пояснительная записка, общая характеристика, количество часов и полностью содержание, результаты и также рекомендации по материально-техническому обеспечению. То есть программы, они у нас есть, их можно отсюда скачать, ими можно пользоваться. Так, дальше. Презентация. Как я уже сказала, прошли. Вот у нас, значит, показано, каким протоколом в 2017 году они одобрены у нас. И в соответствии с данными программами у нас разработаны учебники. Надо сказать, что учебники по родному коми-языку для начальной, ну и скажу, для основной школы, они у нас прошли региональную экспертизу, прошли они федеральную экспертизу, и они у нас теперь вошли в федеральный перечень учебников. Наверное, знаете, что чтобы войти в федеральный перечень, перед нами стояло такое требование, чтобы обязательно были электронные формы учебников. То есть ко всем учебникам у нас по родному коми-языку для 1-4 классов есть электронные формы учебников. На этом слайде, значит, представлены не только родной коми-язык, но и видим литературное чтение на родном коми-языке, государственный коми-язык, край, в котором я живу, и литературное чтение. Указаны авторы, авторские коллективы, кто у нас разрабатывал данные комплекты. И теперь покажу, где их можно найти, как ими можно работать, как их можно использовать. Так, программу мы посмотрели. И посмотрим, как можно работать с электронными формами учебников. Надо сказать, что электронная форма учебников, она полностью соответствует печатной версии учебника, как по содержанию, так и по структуре и оформлению. Но содержит элементы дополняющего характера. Это некоторые интерактивные ссылки и мультимедийную составляющую. Значит, надо сказать, что электронная форма учебника, она делает урок более ярким, более интересным и помогает оперативно получить результат работы учащегося. В учебниках электронных у нас имеются видеофрагменты, фотографии, портреты, звуковое сопровождение, аудиофайлы и ссылки для такие задания интерактивного типа, то есть тесты, кроссворды и так далее. Чтобы увидеть эти электронные учебники, нам нужно зайти вот на данную платформу docs.criro.ru. Мы сейчас с вами это как раз и сделаем. Опять же, открываем строку поиска. В принципе, можно даже в адресную строку нам вбить. Можете себе записать, можете запомнить. docs.criro.ru.
blogskryro.ru. Открываем, и мы видим, что нам нужно обязательно там зарегистрироваться. Думаю, что проблем с этим тоже не будет. Можно, если вы уже зарегистрированы, войти. Я там есть, поэтому я теперь вхожу под своим аккаунтом. Вошла, увидела наши учебники. Вот они как раз доступные учебники. Доступные учебники по литературному чтению. Они у нас в двух частях, поэтому вы видите, что вот это вот значит первая часть, вторая часть для второго класса, третий класс, первая, вторая и четвертый класс в двух частях. Также у Эльвиры Ивановны Поляковой родной коми-язык. Первые две части по первому классу, первые две части второго класса, две части третьего класса, четвертого, то есть вы видите обложки. Ну и дальше у нас там еще до 9 класса. Я думаю, что можно нам открыть любой из учебников и посмотреть, что он представляет из себя внутри. Мы открываем доступ и попадаем на учебник. Первое, что мы видим, так, сейчас, наверное, более подробно. Первое, что мы видим, это здесь некое есть оглавление, где мы можем в любое время выйти и зайти в учебник любой другой, да, любого другого класса. Здесь, значит, мы видим оглавление. Для некоторых у нас, получается, учебники составляли разные программисты, поэтому немножко оформление незначительно отличается. Но здесь в некоторых классах указаны страницы для удобства. Но надо сказать, что данная работа, она не завершена. Ее можно наполнять бесконечно. То есть, как говорится, если тебе позволяет время, если позволяет фантазия, то этот учебник можно наполнять интерактивом до бесконечности. Тем он будет, учебник, интереснее, ярче, нагляднее. Единственное, что надо сказать, что работать с электронным учебником мы можем только лишь 20 минут. Это касаемо для детей начальных классов. Поэтому все время учебник мы использовать не можем, каким бы он ярким, интересным ни был. Значит, показываю, мы видим как раз то, что он полностью соответствует бумажному оформлению. Также мы, если открываем бумажный учебник, также видим титульную страницу. Открываем, далее на второй у нас обычно указаны, что он соответствует федеральному стандарту, гриф указан, рецензенты, условные обозначения. Далее попадаем уже в сам учебник и работаем с ним. В учебнике можно листать, значит, учебник по разделам. Я вам сейчас покажу, значит, не на каждой странице у нас есть интерактив. Еще раз повторяю, что можно работать. То есть есть некий минимум, которым мы наполнили, над этим работать продолжаем. Вот, предположим, у нас есть аудиозапись к этому стихотворению, то есть здесь задано задание прочитать выразительно стихотворение Альберта Ванеева. И вот, значит, то есть знаки препинания, смотреть на знаки препинания и выразительно прочитать стихотворение. Альберт Ванеев, Ожим. Возгожем, радле ожем. Немща майшащем остед. Зермышком, овчелыском, вытавлила югодвод. И так далее. То есть вот у нас прочитано, то есть мы даем задание ребенку и можем включить. А как же надо было прочитать, да? То есть правильно ли ребенок прочитал? Некая такая подсказка. Мы обратно можем выйти в оглавление и посмотреть. Так, вот сюда, комик. Другое хочу вам условное обозначение, другой интерактив показать. Местоимение. Вот, например, мы изучаем местоимение. Здесь у нас
даны синим выделены слова. Мы, если открываем, наводим мышку, курсор, мы видим, почему-то мы не видим, картинку. То есть открывается наглядный материал, открывается сама картинка. Что такое пакула, что такое березовый гриб. Ну, такие еще будут сейчас, значит, покажу на другом примере. Вот, например, в данном разделе. Да? Так, обновить, значит, надо. Что-то не нравится. То есть не видно, да? Угу. Не удалось показать. То есть вы видите, если слова выделены синим, наводя мышкой, мы видим саму картинку. Джоджик, значит, гусь, у нас сразу выходит сама картинка. То есть ребенок имеет наглядное представление об этом предмете. Можно посмотреть литературное чтение. Литературное чтение также здесь, вот видите, в оформлении мы уже видим разницу, да, то есть указаны для удобства страницы, и, наверное, это местами удобнее. И здесь у нас немножко другое оформление. Если там аудиотекст был в самом тексте, то здесь у нас между страницами. Также дан текст Ивана Торопова и сам текст. Ваня Садмис, дедушка из песни И так далее. То есть вот он полностью текст. И можно прослушать, дать прослушать. Можно педагогу самому прочитать, а можно дать прослушать качественную запись. Вот на примере, например, этого текста можно показать. Нет, почему-то наглядный материал у меня сегодня не показывает. Ой-ой-ой, как жалко. Также надо сказать, что после некоторых текстов у нас представлены памятки. То есть, наверное, время нам не позволяет листать учебники и находить все такие тексты, да? Вот, нет, не хочет. Но я думаю, тут сложности не должно быть, поэтому если педагог зайдет и посмотрит, найдет эти возможности, и с этим справиться, я думаю, не будет сложно. То есть по литературному чтению я точно знаю, что есть такие ссылочки, тоже они живые. Альберт Ванеев, если, например, нажать, он тоже будет кликабельным. И если мы открываем, нажимаем, мы видим портрет писателя и так далее. Также в конце каждого учебника есть тесты. Открываем любой тест. То есть мы прошли тему, и мы видим тест. Нам предлагают выполнить тест. Мы пишем, вот я, значит, уже пыталась выполнить, продолжить последнюю попытку. И мы видим этот тест. Здесь вопросов 9. Но если, предположим, вам покажется, что это много, можно часть заданий выполнить на этом уроке, часть заданий на другом. Ребенок выбирает дан вопрос, даны ответы, мы выбираем верно, неверно. Где-то мы выбираем из того, что есть. Ну, я вот буквально вот так вот методом тыка и закончила попытку. Я завершила тест. У меня спрашивают, отправить, все, завершить. Я говорю да, подтверждаю. И педагог сразу видит, насколько правильно выполнил ребенок тест. Вот у меня всего лишь 2 правильных ответа. Это что касается электронных форм учебников. Значит, да, наверное, еще нужно было сказать, что у нас здесь есть возможность закладок. То есть в любом учебнике мы видим
записаться на курс. Кстати, вот здесь тоже важно, наверное, было это сказать, что когда педагог или обучающийся школьник в первый раз заходит на данную платформу после регистрации, он видит вот такую вот запись. Записаться на курс. Этого пугаться не нужно. Нас условно можно назвать здесь всех студентами. То есть мы все обучаемся, мы все заходим на данный урок, в данный учебник как студенты. Записались мы на курс, и нам учебник открывается. Это такие требования этой платформы. Надо сказать, что здесь у нас есть, вот видите, здесь у нас получается как раз Александра Мишалина. Ну почему-то опять же не открывается. Наводим мышкой на имя и фамилию и видим портрет писательницы. Так, хотела закладки показать и тоже теперь не вижу. Вот поэтому я как раз таки предлагала, в пятницу у нас прошел вебинар для учителей коми языка и литературы. Я предложила учителям, если есть такая необходимость, провести как раз отдельный семинар по электронным формам учебника. То есть это надо, наверное, еще привлечь и авторов, и наших программистов, ребят, которые больше знают о возможностях. И если есть такая необходимость, мы готовы такой семинар организовать, провести по электронным учебникам все, что у нас разработано, размещено, потому что сами понимаете, что техника, она есть техника, сегодня так, завтра что-то может не получиться. Поэтому вот так. Электронные учебники мы посмотрели. Что касается программ по краеведению. Здесь мы должны показать также, где они у нас размещены. Если программы по коми-языку, повторяю, родному, государственному, по литературному чтению, родному и литературному чтению, как в переводе на русский язык, вот эти 4 программы этих 4 предметов, они у нас размещены на федеральном реестре, который я вам показала. Программа по краеведению, она у нас прошла региональную экспертизу, и она у нас размещена на сайте КРИРО. Татьяна Валерьяновна, прошу вас, скажите, видно или не видно? В порядке, не переживайте, видим, заходите все на сайт. Хорошо, так. Все в порядке. Хорошо, мы заходим на сайт нашего института. Здесь у нас есть такая вкладка «Сопровождение системы образования». В данной вкладке есть раздел «Этнокультурное образование». В этнокультурном образовании мы находим учебно-методические комплекты, действующие учебники. И здесь мы видим предметы этнокультурной направленности. И вот он у нас край, в котором я живу. Край, в котором я живу, здесь у нас программа и учебные пособия, которые разработаны Евгением Викторовичем Поляковым. Вот программу мы видим. Ее также можно скачать, ее можно пользоваться. Она утверждена на региональном уровне. Есть методическое пособие для скачивания, есть дидактический материал. Ну и вот учебные пособия, которые у нас выпустило издательство «Анбур». «Анбур», кстати, у нас тоже такое уникальное издательство, которое по всем требованиям вошло в федеральный перечень издательств, которые могут выпускать наши учебники. И вот у нас для 2, 3 и 4 класса изданы учебные пособия. Так, что хотела сказать. Был вопрос по поводу электронных образовательных ресурсов. Здесь у нас также есть вкладка «Электронные образовательные ресурсы». Для учителей коми-языка родного, государственного мы можем предложить вот данные ресурсы. Их достаточно много. Для 5-6 класса у нас аудиозаписи есть. В принципе, как электронный ресурс, это все можно использовать. Так, наверное, в принципе все. Если есть вопросы, я постараюсь ответить.
Да, Татьяна Владимировна, там был вопрос, вот я видела в чате, посмотрите, пожалуйста, в чате, если как бы я могу вам зачитать, но вы можете сами увидеть в чате. Вот от Светланы. Менделевой. Да. В электронной версии пока только учебники на коми-языке. Да, а учебник, если он по предмету коми-язык, он должен быть на коми-языке. А край, в котором я живу, он у нас получается на русском языке. Литературное чтение, это вы что имеете в виду? Литературное чтение ожидаются, они у нас изданы. Они у нас изданы и по родному литературному чтению. То есть правильно называется курс литературное чтение на родном языке. И есть у нас литературное чтение, там туда вошли тексты коми-писателей, но в переводе на русский язык. Такие учебники у нас тоже изданы в соответствии вот с теми программами, которые я вам как раз показала на ФГОС реестре. Ну и вот у Татьяны Владимировны контакты, уважаемые коллеги, вы видите на экране, да? Поэтому в любой момент, если какие-то вопросы есть, вы всегда можете обратиться по электронным адресам, по телефону к Татьяне Владимировне, к ее коллегам, и они обязательно проконсультируют вас, да? Татьяна Владимировна, но еще вот во вкладке «Вопросы» я видела вопрос, связанный с тем, что, насколько правильно ли я поняла, что будут ли разработки, и мы сегодня с вами тоже об этом говорили, что будут ли вот такие же конструкторы рабочих программ, чтобы им было легко учителям компоновать свои программы. Как вот вы ответили на этот вопрос, да? Да, я думаю, что это очень хорошее предложение, это очень полезное, будет хорошая помощь будет для педагогов. Мы начали такое взаимодействие с Институтом стратегии развития образования. Мы предложили им внести на тот сайт и наши программы по коми-языку в литературному чтению. Я думаю, что если есть желание, то получится. Да, и если уже, вот тем более, если есть уже готовые вещи, уважаемые коллеги, да, то есть готовые, разработанные, можно брать их в чистом виде и даже не разрабатывать что-то свое, потому что уже есть и закон об образовании, вот эти изменения, новая статья 7.2, она как раз об этом говорит, то, о чем вот в самом начале встречи нашей мы говорили. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть еще вопросы к Татьяне Владимировне, пожалуйста, задайте. И, Татьяна Владимировна, большое вам спасибо. Я смотрела, думаю, надо же, как здорово, эти учебники электронные, там вкладка, то есть задания какие-то интересные. Конечно, мне кажется, вот тоже такое большое очень вы дело сделали со своими коллегами именно в помощь тем, да, учителям, которые ведут эти предметы. Поэтому спасибо вам огромное за это. И спасибо огромное, что нас поддержали, нам показали, где можно найти все эти нормативные документы для того, чтобы учителю было легко ориентироваться в содержании того, что он преподает. Поэтому спасибо, Татьяна Владимировна. Если как бы пожелания учителей будут именно связанные с отдельным, может быть, семинаром по начальному образованию с введением коми-языка, я думаю, что мы еще с вами обязательно посотрудничаем. Поэтому спасибо, очень приятно было вас видеть, да, Татьяна Владимировна? Спасибо, Татьяна Валерьяновна, вам за предоставленную возможность. Да, ну просто вопросов вроде нет, поэтому я думаю, что, наверное, на этом вашу часть тоже можно закончить. Поэтому спасибо огромное. Уважаемые коллеги, ну вот в таком сегодня ключе, да, вопросов нет. Все... Нет, появилась, Татьяна Валерьяновна, да? Пожелание. Так вот и хотелось бы вкладки по краеведению. То есть ведь педагоги ждут учебные пособия, такие же интерактивные. На самом деле наполнение хорошее, да, но не удалось все показать, поэтому на отдельном семинаре мы готовы это показать. Да, конечно, просто следите за новостями, они всегда на сайте у нас публикуются, есть, размещаются. И, конечно, я думаю, что, возможно, в рамках вот этого очного обучения, когда вы будете к нам приезжать, возможно, такие очные встречи с авторами учебников по коми-языку, по литературному чтению, да, на родном коми-языке. Я думаю, что мы спокойно можем этой встречи организовать в любом формате, да, Татьяна Владимировна, в очном, в онлайн-формате. Поэтому все еще, я надеюсь, что впереди. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, да, спасибо, Татьяна Владимировна. Но на этом мы будем заканчивать сегодняшнюю нашу такую просветительскую встречу. Она была уже 4-й. Она была тоже очень насыщенной, интересной, потому что и мы вместе с вами открываем для себя какие-то новые, интересные, хорошие вещи и от наших коллег, и от других наших коллег, учителей школ. Поэтому спасибо вам огромное всем за внимание. И следующая встреча у нас будет в марте, как 2 встречи. Там мы планируем по обновлению содержания.
и обновление методик преподавания в начальных классах, поэтому там уже у нас будут другие коллеги включаться в профессиональный разговор, поэтому все вам обязательно сообщим, обо всем проинформируем, поэтому просто до новых встреч, всего вам хорошего, светлого, доброго, ясного, с весной вас наступающей, ну и, конечно, те учителя первых классов, которые есть среди вас, которые возьмут первоклашек в сентябре 2022 года, мы очень надеемся, что мы с вами встретимся и очно этой весной 2022 года. Всем всего самого доброго. Огромное спасибо выражаю еще раз Тамаре Владимировне, Татьяне Владимировне, Ольге Федоровне за совместную интересную подготовку этих двух наших февральских просветительских встреч. И отвечая на вопросы, которые вы нам часто задаете в конце, мы обязательно разошлем вам записи этой встречи, и запись об этом мероприятии будет размещена у нас и на сайте нашего Института развития образования, и на портале «Открытое образование». Всего доброго, уважаемые коллеги, до свидания, спасибо за доверие, спасибо за внимание, до новых встреч, до свидания.